Что дает спортивно-трюковая ритмика? Во-первых, это развитие без травм. Когда ребенок маленький, его отдают на карате, на бокс, на какие-то боевые искусства. У него еще не сформированы кости, у него уязвим мозг и психика тоже. Что важно для мальчика до 10 лет? Я как педагог считаю, что спорт надо отдавать вот именно в этом возрасте. 13-12 лет. До этого возраста нужно растягиваться, укреплять мышечный корсет. Поэтому мы разработали новое направление СТР. На занятиях СТР дети изучают трюки и готовятся к ним. Ритмика подразумевает под собой музыку. Все, что дети делают под музыку и фланкировку на мячах, и изучают элементы народных танцев, такие как казахский танец, кавказский танец, танцы народов мира, они тем самым закрепляют свою технику исполнения, координацию и скорость. На самом деле, когда мальчик в 13 лет умеет уже трюки делать и садится на шпагат, и у него гибкая спина, у него прекрасная амбициозность, да, здоровая самооценка, он фланкирует на мячах, он танцует. И в 13 лет он уже может выбрать любое направление спорта. У нас был чемпион с народных танцев. Он говорит, ему равных не было. Это авторская запатентованная методика обучения, четко систематизированная программа обучения, которая подразумевает под собой высокие результаты ваших сыновей. СТР. Спортивно-трюковая ритмика только для мальчиков. Гимнастика для тела и для мозга. Высокий рост и сильная спина – это результат занятий. Запатентованная авторская программа обучения. Айна Гулеркенна, ответьте, пожалуйста, на вопрос, что такое СТР, его преимущества и почему вы разработали методику обучения СТР. СТР – это спортивно-трюковая ритмика с 4 лет, разработанная специально для физического развития мальчиков, а также развития его слуха, координации, ритма и пространственного мышления. Что дает спортивно-трюковая ритмика? Во-первых, это развитие без травм, без микротравм головного мозга, потому что мозг у ребенка очень нежный, он очень уязвим, и лишние травмы, микротравмы мозга, они нежелательны бы. Большинство пап за то, чтобы мальчики развивались, были физически активными. Ну и мы, мамы, не против. Мы, конечно же, за, чтобы сын был крепким, здоровым. Но тут, опять же, вот такое противоречие встречаю. Когда ребенок маленький, его отдают на карате, на бокс, на какие-то боевые искусства. У него еще не сформированы кости, у него уязвим мозг и психика тоже. Мы наблюдаем, что в 4, 5, 6, 7 лет, до 10 лет обязательно отдают на спорт. Потом у ребенка начинаются проблемы. Проблемы они будут, естественно, во взрослом возрасте. Это спина, ноги и микротравмы мозга, которые будут сказываться на его координации. Что важно для мальчика до 10 лет? До 10 лет очень важно сделать упор на гимнастику. Чтобы у мальчика был высокий рост, нужно растягиваться, растяжку делать, растяжку позвоночника, растяжку ног, шпагаты, мостики. Нужно заниматься гимнастикой. Не всех отдают на спортивную гимнастику, потому что это травматично, да и на гимнастике спортивной не всех берут, потому что там тоже есть своего рода отбор. И чтобы мальчики были физически крепкими, соответственно, родители начинают отдавать их в спорт. Когда у ребенка уже сформирована психика, он может оценивать ситуацию, он может себя оценивать в этой ситуации, да, уже умеет коммуницировать, может где-то на замечания уже адекватно реагировать. Да. Я как педагог считаю, что спорт надо отдавать вот именно в этом возрасте. 13-12 лет. До этого возраста нужно растягиваться, укреплять мышечный корсет и укреплять, самое главное, спину. Спина мужчин, она страдает всю жизнь, потому что мужчины занимаются физической работой, либо у них сидячая работа, либо тяжелая физическая работа. И спина, она всегда страдает. Поэтому спину нужно укреплять с детства.
Растяжка та же. Когда ребенок придет в 12-13 лет на спорт, у него будет прекрасная растяжка, у него будет закреплена спина после СТР, у него уже будет дисциплина и характер. Вот тогда ему в спорте будет очень легко. Поэтому мы разработали новое направление СТР – спортивно-трюковая ритмика. Спортивная, потому что дети занимаются гимнастикой, растяжкой, силовыми упражнениями. Мальчики работают с собственным весом, мы не перегружаем, потому что это тоже опасно. Хрящи, еще не сформировавшиеся суставы, еще не сформировавшаяся психика и так далее. Работа со своим весом, работа на координацию, на скорость, на рефлексию – все это происходит под музыку. Когда ребенок занимается под музыку и делает определенные упражнения в синхроне с группой, у него очень сильно развивается средний мозг. Сейчас очень часто встречаем такие диагнозы, как аутизм, асоциальность, вот эта вот инертность, да, настолько пассивные вот дети сейчас. Почему? Потому что они не занимаются развитием тела. Обязательно посмотрите наше интервью со специалистом Светланой Тулуспаевой. Вот здесь у нас подсказочка и ссылка под видео. Переходите по ссылке на YouTube-канал, посмотрите полную версию. Будьте прокачанными родителями, будьте осознанными родителями и понимайте, в чьи руки вы отдаете своего ребенка. Чтобы завтра ваш ребенок, когда он вырастет, чтобы он был минимально травмирован этим обществом, минимально травмирован какими-то секциями. СТР – спортивно-трюковая ритмика, гимнастика под музыку, которая заряжает детей, стимулирует мозг, отрабатывает синхронность, четкость. И от стимуляции мозга ребенок становится более активным, у него отрабатывается быстрая реакция, четкая координация. Чтобы владеть своим телом, нужно заниматься гимнастикой. Чтобы заниматься гимнастикой, нужно прилагать колоссальные физические усилия. Когда ребенок занимается гимнастикой, он, естественно, занимается и трюками на СТР. Чтобы делать трюки, у него должна быть мягкая спина, хорошая растяжка, сильные руки, да, кисти, колени, голеностоп и так далее. Все это закачивается с малых лет, приобщается ребенок к труду и переходит к фланкировке на мячах. Фланкировка на мячах очень сильно вдохновляет мальчиков, потому что, наверное, это все-таки природная вот эта генетика заложенная, да? Когда ты классно владеешь своим телом, владеешь холодным оружием, вот это вот, наверное, это все-таки еще генетика наших предков играет, потому что ребятам очень нравится фланкировка на мячах, и здесь работает мозг на пределе своего внимания. Фокусировка. Настолько становится ребенок сконцентрированным. Представляете, в паре работают ребята с мячами и щитами. Да, они у нас пока деревянные, но когда они уже будут владеть более, скажем так, профессионально, то будут переходить на железные. Полный контакт во фланкировке выполняют старшие ребята. Когда они уже четко владеют своим телом, у них уже отработанная реакция. А младшие дети пока отрабатывают индивидуально. В пары мы ставим ребят уже постарше, когда они отработали удары, когда у них уже хорошая рефлексия и четко сфокусировано внимание. И все это большое удовольствие, потому что ребята понимают, для чего они растягиваются, для чего они физически себя укрепляют, для того, чтобы делать трюки. Поэтому ребята, видя перспективу, видя старших ребят, видя своих педагогов, они стремятся точно так же владеть своим телом, и поэтому на гимнастике дети с удовольствием занимаются физической нагрузкой. Все это делается под музыку, спортивно-трюковая ритмика. Ритмика подразумевает под собой музыку. Все, что дети делают под музыку и фланкировку на мячах, и изучают элементы народных танцев, такие как казахский танец, кавказский танец, танцы народов мира, они тем самым закрепляет свою технику исполнения, координацию и скорость. И очень хорошо тренирует память, потому что нужно запоминать комбинации, нужно запоминать движения, нужно запоминать рисунки в ритмике. И, как модно сейчас говорить, прокачивать свои скиллы. На самом деле, когда мальчик в 13 лет умеет уже
трюки делать, и садится на шпагат, и у него гибкая спина, у него прекрасная амбициозность, да, здоровая самооценка. Он фланкирует на мячах, он танцует, несколько танцев, может себя свободно вести уже в любом обществе, да, и при всем при этом он дисциплинирован, очень организован, потому что ребята работают в команде, они работают в группе. Они понимают, что нужно четко держать ритм в той же фланкировке или в трюках. Нужно считать, нужно просчитывать, нужно анализировать, нужно до доли секунды все это рассчитывать. Это все у них происходит автоматически, потому что у них очень мощно прокачивается, стимулируется мозг, харизма, отношение друг к другу, отношение к учебе. Очень дисциплинируется, потому что всегда нужно быть вовремя на тренировках, нужно быть всегда собранным и не терять бдительности. Но при этом ребенок избавлен от микротравм мозга, он не получает удары по голове, он ловкий, сильный, амбициозный, красивый, у него осанка, у него растяжка, у него успех в окружении, и в 13 лет он уже здраво мыслит, владеет своим телом, оценивает ситуацию, и он уже может выбрать любое направление спорта. Папы-спортсмены приводят к нам своих детей, и когда я спрашиваю, почему СТР, почему выбрали именно это направление, они говорят, что вот сами они боксеры, говорят, что у нас был чемпион с народных танцев. Он говорит, ему равных не было. То есть координация высокая, да, хотя он был в легком весе. Он рассказывает. Теперь я хочу, чтобы мой сын хотел, чтобы он занимался танцами, а тут, когда узнал, что есть СТР, он вообще обрадовался. Он был просто в восторге. И таких случаев у нас очень много. Это авторская запатентованная методика обучения, четко систематизированная программа обучения, которая подразумевает под собой высокие результаты ваших сыновей. Ждем ваших мальчиков на СТР.